Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. Жители Туркменабада жалуются, что городские автобусы прекращают ходить после 18 часов ровно. Горожане, которые заканчивают работу позже или просто должны вечерами куда-то поехать, вынуждены тратить деньги на частные маршрутки и такси. Туркменабад – второй после Ашхабада по численности населения город в Туркменистане. Движение там осуществляется по трем основным магистралям: проспект Ниязова, проспект Битарап-Туркменистан-Б, Костандова, а также объездная дорога. Муниципальные автобусы, по информации источников Торкмен Ньюс, ходят в основном по проспекту Ниязова. По крайней мере, там пролегают самые популярные городские маршруты: от микрорайона Водник до дворца Химик, от микрорайона Хивинка до дворца Химик, от Хивинки до новой больницы, а также маршрут до Нового базара, за чертой города. По проспекту Битарап-Туркменистан, как свидетельствуют источники, ходят лишь частные автобусы и маршрутки. Что же касается объездной дороги, то по ней вообще не курсирует никакой общественный транспорт. Но даже если житель города работает на проспекте Ниязова и утром может спокойно доехать до своего учреждения на автобусе, то вечером это уже оказывается невозможным. «Я заканчиваю работу после 18 часов, а автобусы уже не ходят», заявила жительница Туркменабада. «Поэтому я на автобус никогда не успеваю. Думаю, власти экономят на найме сотрудников. Водители трудятся с 6-7 утра в одну смену. 10-11 часов человек еще может провести за рулем, но не больше. Следовало бы разбить день на 2 смены по 8 часов, но тогда пришлось бы дополнительно нанимать водителей. За экономность властей приходится расплачиваться горожанам. Проезд на автобусе стоит 0,5 маната, а на маршрутке – 1 манат. Но и маршрутки работают в лучшем случае до 20 часов. Поэтому жители Туркменабада часто оказываются перед выбором – идти пешком или тратиться на такси. Источники Торкмен Ньюс свидетельствуют, что поездки на такси в Туркменабаде в последнее время подорожали. Раньше они обходились в среднем в 5 манатов, а сейчас в 10 манатов. Если же надо ехать с одного конца города на другой, то придется заплатить 30 манатов, знак доллара 1,2 по рыночному курсу. Но транспортная сеть настолько слабо развита, что часто у горожан просто не оказывается иного выхода. На днях на остановке на проспекте Ниязова пожилой мужчина, не местный, спросил меня, какой автобус идет на улицу Измир, рассказывает житель Туркменабада. Я ответил, что никакой. Мужчина очень удивился, ведь это довольно востребованный маршрут. Источники в Маре, 4-й по численности населения город, заявляют, что у них дело обстоит гораздо лучше, чем в Туркменабаде, но тоже далеко не радужно.